Чао а тутти! Всех приветствую на канале Мамма Мия, красотка Сардиния. С вами Ольга. И вот такой красивый сельский пейзаж мы увидим по дороге из Кастельсардо в Темпио. А еще рядышком там будет вот такое интересное место. Называется Le Terme di Casteldoria. И да, это прекрасные теплые источники. Они на Сардинии тоже есть. Конечно, довольно-таки скромные. Это такие горячие ключи, где температура воды достигает 76 градусов, которые находятся в реке Когинас. Это отличное место для нынешнего осеннего сезона, когда на солнышке еще тепло, а в море довольно-таки уже прохладно. Особенно интересно это место может быть для вас, если вы планируете на Новый год приезжать на Сардинию. И те фотографии, которые мы сейчас с вами видим, это фотографии отеля, который там построен. Но работал и был открыт он, надо сказать, недолго. В 2020 году отель был закрыт. Не могу дать никакой точной информации, но большинство источников утверждает, что отель не прошел какие-то проверки и по решению суда был закрыт на 5 лет. По идее, в этом году должен открыться, однако, когда я там была в последний раз, а это было в конце мая, в начале июня, что-то как-то мне показалось, ничего не предвещало открытия. Издалека отель кажется красивым, но если мы подойдем ближе, то отовсюду веет какой-то заброшенностью, опустошенностью. Такой какой-то отель-призрак. Единственное, что придает ему жизни, это люди, которые плавают в основном на правом берегу. Наверное, потому что на всех сайтах до сих пор написано, что левая сторона – это территория отеля. Вот с такими вот теплыми лягушатничками, выложенными камушками. Вода там действительно горячая довольно-таки, но не по всей реке, а именно так в определенных местах, точечно. Конечно, по традиции мы найдем и чьи-то трусы или носки. И что интересно, несмотря на горячую воду, там плавали рыбки. Не боятся свариться. Вот виден пар, который нам доказывает, что вода теплая, горячая даже. И я обязательно скоро туда вернусь, потому что поздней осенью, зимой, ранней весной, в солнечный день, я думаю, здесь будет просто шикарно. К тому же вода здесь, как и во всех таких минеральных источниках мира, будет целебной, оздоровительной, такая хлоридная, азотная, кремнистая, умеренно солоноватая. И, как говорят, такая вода очень хорошо помогает людям, имеющим серьезные проблемы с кожей, какие-то кожные заболевания. И, как положено обычно в таких местах, грязи тоже считаются целебными. Я, правда, не видела, чтобы кто-то обмазывался с головы до пят. Видела людей, которые приезжали сюда на домах на колесах, прямо такими большими семьями, папа, мама, я, дружная семья. Где-то были даже бабушки и дедушки. А если пройти подальше вдоль реки, то там мы найдем рыбаков. И когда термы при отеле закрыли, один мужчина, который имел очень серьезные проблемы с кожей, говорил, что только эта вода ему всегда очень сильно помогала справляться с болезнью. Это был Леому Дизабеле, то есть мужчина с ограниченными возможностями. И если я поняла правильно, раньше он имел возможность проходить лечение в отеле, где ему наполняли ванну, обогащенную минералами, ему помогали, то после того, как отель закрылся, людям сказали, что они по-прежнему могут пользоваться скважиной, однако должны все делать сами. И он в знак протеста заезжал сюда на своей машине, а на крыше машины была его собственная ванна, которую он с трудом таскал, наполнял ее полностью, демонстративно принимал, и об этом писали газеты, и, вероятно, даже говорили в новостях, что это такая открытая форма протеста. Его все искренне поддерживали, однако отель по-прежнему остался закрыт. Меня поразил мост, который не сказать, что был построен века назад. Однако идти по нему мне было страшновато. Он деревянный, и там уже есть такие дырочки. И даже на середине мостика стоит знак, запрещающий гулять по этому мосту. Но будем надеяться, что отель возобновит свою деятельность, будет выглядеть как на этой красивой картинке. Крепким, цветущим, оздоровительным, хорошим сервисом, исправит все недостатки, которые ему не позволяли вести процветающую деятельность. И всем, кто будет путешествовать по Сардинии поздней осенью, зимой и весной, особенно на трассе Темпио-Кастельсардо, будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что на дорогу часто выскакивают кабанчики. Вот как этот замечательный малыш, который потом благо ушмыгнул в кусты к своей маме, и все закончилось для него хорошо. А еще иногда через дорогу бегают лисички. Вот такие чудненькие, красивенькие, как это. Если вы едете такими полудикими дорогами,
то такие встречи бывают довольно частыми. Поэтому нам следует быть внимательными и не гнать, чтобы у всех все было хорошо. И если вы строите новогодние планы, думаете, прилетать ли на Сардинию, конечно, не покупайтесь, но будет зелено, не морозно, но несколько ветрено. И если вы хотите еще и рождественское настроение, то всегда красиво очень наряжен Темпио. В прошлом году красивенькой, уютненькой была Ольвия. Вы можете посмотреть мои рождественские новогодние влоги, где я показываю эти города, рассказываю о том, как проходит празднование здесь, на острове. Думаю, еще хороший, отличный город для встречи Нового года будет Альгеро, Кастельсардо, поскольку там проходят шикарные новогодние концерты, бесплатные, с итальянскими звездами. На сегодня у меня все, друзья. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо же в Инстаграм, в Директ. Если видео вам было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. Это гипер важно для развития канала. Благодарю всех, кто на меня подписан. Если вы не подписаны и вам нравится мое творчество, подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Чао!